историческом парке «Россия. Моя история» торжественно открылась интерактивная фотовыставка «Российская семья. От многообразия к самоидентичности», посвященная многодетным семьям России. Участниками выставки стали победители номинаций «Многопоколенная семья», «Многодетная спортивная семья», «Многодетная молодая семья», «Многодетная многонациональная семья» и «Многодетная семья. Хранитель традиций» конкурса «Российская семья. От многообразия к самоидентичности». Это часть всероссийской экспозиции Общественной палаты Российской Федерации «Многодетная страна. От многообразия к самоидентичности». Я думаю, что все знают, что Общественная палата – это тот институт, который является мостиком между обществом и властью. Но все вопросы, которые возникают в обществе, они находят свое изучение, скажем так, разрешение на площадке Общественной палаты нашей республики, Общественной палаты Российской Федерации. И в частности, одна из на сегодняшний момент очень важных проблем для нашей страны – это вопросы демографии, вопросы воспитания, вопросы семьи. Данная выставка представляет большое количество фотографий, которые организовывалась на площадке Общественной палаты России. В настоящий момент эта большая выставка находится в Москве и выставлена в Московском социальном университете. Ее можно полную всю просмотреть. А у нас, к нам заехала небольшая часть тех фотографий, которые есть из этой экспозиции. Ну и в частности, те фотографии, которые нашей республики касаются еще. Одним из инициаторов выставки является Лена Павловна Ефремова, член Общественной палаты Якутии и эксперт Общественной палаты Российской Федерации. В Якутии Лену Павловну знают по работе директором в детском доме «Берегиня». Фотовыставка, она на самом деле отражает, можно сказать, национальную идею нашей страны в сфере демографии и той политики, которая проводится нашим руководством, в том числе органами власти, главой Республики Саха-Якутия, общественностью, с учетом преемственности, которая существовала вообще в нашей стране испокон веков. У нас в стране Россия считается тем субъектом, который чтит и сохраняет традиции. И президентом нашей страны был принят указ о государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Вот фотовыставка, она является смысловой частью, можно сказать, этого концептуального документа. Потому как на сегодня мы понимаем, что с учетом тех вызовов, которые существуют в геополитической ситуации, Россия является определенным ковчегом ценностей, основанных на духовности, нравственности, в основе которой семья. А семья – это объединяющая ценность всех народов нашей страны. А Республика Саха-Якутия, она является тем регионом, которое в этом направлении, вот она системно развивается, и благодаря той работе целенаправленной, которая ведется и главой республики, правительством, непосредственно общественностью, она, конечно, имеет свои плоды в этой части. Поэтому мы не зря занимаем лидирующее положение в сфере семейно-демографической политики, касаемо рождаемости, касаемо вообще в целом прироста населения. И у нас вообще, основываясь на преемственности нашего первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, который многое сделал для того, чтобы именно мы, как регион, Дальневосточный федеральный регион, в этом отношении прирастали. У нас еще Ломоносов говорил о том, что Россия будет прирастать в целом Сибирью и Дальним Востоком. Поэтому сама идея фотовыставки, она, конечно, несет в себе большую смысловую нагрузку. Она несет в себе ценностные ориентиры. То, что мы должны сейчас формировать у наших детей, у молодого поколения. И семья – это не только ячейка общества, да? На самом деле это тот институт общества, в котором и формируется гражданственность,
То есть семья – это маленькая родина. Вот когда человек начнет научиться любить свою родину, свою семью, своих близких и родных, я думаю, тогда действительно никаких вопросов возникать не будет. А многодетная, крепкая, благополучная семья, она признана национальной идеей, о которой говорит наш президент Владимир Путин. То, о чем говорит сейчас наш глава субъекта Арсений Сергеевич Николаев, то, о чем должен, наверное, говорить каждый глава муниципального образования. Да? То есть, думаю, что такие выставки, они как показательным образом должны демонстрировать вот ценности. Не надо об этом много говорить, надо просто показать пример. Это ведь фотографии жизненных историй российских семей, якутских семей. Это не сделанные какие-то студийные фотографии. Это фотографии из жизни тех семей, которые мы здесь наблюдаем. Это и многопоколенные семьи, это и молодые семьи. Это те семьи, которые чтят, допустим, традиции, да, как какие-то испокон веков. Это, кроме того, вообще в номинации фотовыставки были предусмотрены многонациональные семьи, спортивные семьи и так далее. То есть у каждой семьи есть свои традиции. Вот на этих традициях, в общем-то, и растут наши дети. Для создания фотовыставки был проведен фотоконкурс по всей Российской Федерации. Более 350 работ прошли конкурсный отбор. На выставку были отобраны лучшие живые кадры многонациональных семей Якутии, которые придают высшую ценность и основу общества российского государства – семья. Я думаю, что я понял российский проект, если мы делаем политику, чтобы помогать семье. В Европе это еще не так сильно, это, скажем, миссия. Но я вижу, что, например, здесь, в Якутии, семья это более сильная, чем у нас, потому что вы, например, кузины называете братья, да, например. И это даже видели, что семья, у вас очень много, все помогают друг другу, так мне кажется. И это, конечно, это почти как клан. И даже я видел, что даже друзья с детства, несмотря на разные карьеры, они продолжают быть друзья. Так мне кажется. А у нас, скажем, что, может быть, потом есть другие факторы, можно факторы сказать, которые играют. Например, если один получает большую зарплату, начинает играть в гольф, а друг не может, и это уже трудность для дружбы. Да? А у вас, мне кажется, это существует меньше. На торжественном открытии выставки участвовали депутаты Государственного собрания Илтумен-Якутии и депутаты Якутской городской думы. Вообще мне выставка очень понравилась, и она, я думаю, действительно отличается вот от многих выставок, наверное, вот какой-то своей, наверное, душевностью, теплотой. Вот я помню, например, свое детство, юность. У нас в жизни, в работе моей, я работала учителем в школе, где, кстати, Елена Павловна Ефремова ученица была. И у нас это проходила просто красная линия через всю нашу жизнь, через нашу работу. Тема семьи, тема интернациональной семьи, тема дружбы в семье. Когда смотришь на эти фотографии, от них действительно заряжаешься какой-то вот такой доброй, хорошей энергией. Фотографии, где там папа, мама с дочкой, с сыном. И вот такое какое-то вот наступает, наверное, даже не знаю, какое слово подобрать, умиротворение, может быть, да, какое-то вот такая, что-то где-то вот глубоко в душе, что-то такое шевелится, и человеку просто становится хорошо на каком-то вот генном уровне. Поэтому я думаю, что вот эту выставку действительно должны увидеть как можно больше людей. В день открытия выставки своеобразного старта интерактивности для населения Якутии Лена Павловна Ефремова подвела небольшой итог своей общественной работы в свой день рождения. Да, сегодня в этот день действительно у меня памятная дата, круглая.
где, как правило, человек подводит итоги своей деятельности. И можно сказать, что вся моя жизнь, профессиональная моя жизнь, ну, хочу сказать, со школьной скамьи, она связана с детьми и с семьями. Учась в школе, я закончила факультатив «Юный педагог». И тогда уже я понимала, что моя жизнь будет связана с детством. А в последующем, закончив уже профильное образование и получив еще не одно образование, они все равно все были связаны с семьей и с детьми. Поэтому, конечно, это знаковое событие для меня лично, это большой подарок судьбы, можно так сказать. То есть это показатель той работы, который проводился многие-многие годы. Для чего все это делать? Это делать для того, чтобы улучшить, наверное, в какой-то степени, обратить внимание, где-то внести по мере возможности, оказать содействие в улучшении благополучия семей не только нашей республики, но и в нашей стране. Потому что, работая на площадке Общественной палаты Российской Федерации, у меня была уникальная возможность повлиять на процессы, которые у нас происходят в стране. А выставка, она может быть представлена в любом виде, она подвижна, она может быть и в оцифрованном виде представлена, она может быть к частью городского пространства, да, и так далее. То есть здесь, как говорится, все зависит от желания. Если вас заинтересовала фотовыставка «Российская семья от многообразия к самоидентичности», вы можете обратиться в Общественную палату Республики Саха-Якутия, в комиссию по социальной политике, демографии, защите семьи и детства и председателю нашей Общественной палаты Иванову Станиславу Семеновичу. Поздравляем Лену Павловну с юбилеем. Желаем дальнейших успехов, благодарим за внесение огромного вклада в организацию и проведение этого значимого мероприятия. А фотовыставка приобретает новые формы выставочной деятельности, и из исторического парка «Россия. Моя история» ее путь будет проложен Общественной палатой Якутии и России. СМИ-телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. Подробности на сайте Округ ТВ.